Доброе утро всем собравшимся. Сегодня второй день конференции, форума. И открываю конференцию, посвященную вопросам безопасности природного туризма, ситуации сегодняшнего дня и перспектив развития. Первое вступительное слово предлагаю Рыбакова Юрия, организатора нынешнего мероприятия трехдневного. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Наш сегодняшний второй день открывается очень важной темой безопасности туристов на природных объектах туристических. На самом деле, все мы с вами наблюдаем в последние годы увеличение напряжения в этом сегменте туристического бизнеса, потому что у нас постоянно в СМИ идут сюжеты о том, что кто-то потерялся, кто-то пропал, кто-то, какая-то группа заблудилась, где-то произошел пожар, где-то кто-то, вспоминайте, да, то ураган в палатке накрыл, то великолепные туристические возможности, она еще и имеет такие особенности представлять угрозу жизни человека. И с точки зрения профессиональной организации туризма, наша задача минимизировать максимально риски туристов в этом направлении. Поэтому мы сочли, как организаторы форума, сочли очень важным обсудить в рамках этого форума вопросы безопасности и организации системы безопасности по природному туризму. Поэтому я выражаю огромную благодарность МЧС по Республике Коми и князю Александру Александровичу за поддержку, которую организационную и информационную, которую он оказал нашей инициативе и, в общем, поддержали нас в достаточно короткие сроки. После выступления Юрия Иванова хотела, как практик, занимающийся туризмом много лет, сказать, что туроператоры, турагенты, продающие туры, независимо зарубежный, внутренний туризм, мало уделяют внимания именно вопросам безопасности и, я бы сказала, так, информационному обеспечению любого путешествия относительно безопасности использования той или иной туристской услуги. Поэтому убедительная просьба тем, кто собирается работать в практическом туризме или уже в нем работает в организации тура, внимательно слушая выступления, вы можете инициировать какие-то вопросы, имеющие прикладное значение для вас, как донести услышанное до тех, кому вы будете продавать эти услуги. И хотела бы такую устрашающую заметить, что неправильная информация клиенту, которая приведет вдруг к какому-либо событию, за нее по закону отвечает тот, кто его информировал об этом. Поэтому нынешняя конференция имеет колоссальное значение для практической реализации путешествия, но в данном случае в Республике Коми. И мы открываем конференцию первым выступлением. Лучше представить докладчика мой коллега. Спасибо. Уважаемые коллеги, я еще хотел бы буквально пару слов до официальной части, до начала доклада. Моя фамилия поправка, Виталий Анатольевич, заместитель начальника Главного управления МЧС Республики Коми. Вот то, что касается безопасности, мы совместно с агентством республики, со всеми другими организациями республики, которые в этом вопросе задействованы, работаем, но в первую очередь я хотел бы о чем сказать. О том, что есть требования законодательства Российской Федерации, которое говорит о том, что оказание помощи туристам, терпящим бедствия, мы говорим о республиканском регионе, возложены специализированные службы, которые входят в состав сил постоянной готовности, так называемый. Такой состав сил постоянной готовности утвержден на уровне правительства России, Республики Коми. Это профессиональные, как правило, спасатели, которые, естественно, есть везде и здесь. И те люди, которые будут выступать, они как раз представляют такие отряды, такие формирования, которые имеют абсолютное представление о спасательном деле, которые знают, что такое туризм. Но я бы хотел сказать вот о чем. Мы сообщим вам о том, какие могут быть планы, какое положение дел в настоящий момент по поводу нашего контроля безопасности туристов. Но, как было сказано сразу, насчет обмена мнениями, это на самом деле очень важный момент, потому что, естественно, нет предела совершенству и в нашей работе в том числе. Мы прекрасно знаем, что нам нужно делать, и ориентируясь на наших коллег, на региональные центры МЧС, главное управление МЧС субъектов, допустим,
допустим, Северо-Кавказского региона, Южного федерального округа, Краснодара и так дальше, с которыми мы работаем. Там есть большой опыт. Если мы сегодня услышим, может быть, какие-то прикладные вещи, которые полезны и в нашей работе пока еще не учтены, а если это будет, допустим, какой-то намек на положительный иностранный опыт, естественно, это все будет нами принято и положено в основу тех планов, которые мы совместно с агентством по безопасности туризма на следующем году будем утверждать и реализовывать. Вот такая у меня к вам просьба. А если переходить к официальной части, к самой программе конференции, то я слово предоставляю Ковальчуку Андрею Анатольевичу. Это заместитель начальника Сыктывкарского поисково-спасательного отряда МЧС России. Это как раз вот одно из тех профессиональных поисково-спасательных формирований МЧС России, которые входят в состав сил постоянной готовности, входит в систему МЧС России, которые дислоцируются здесь, в городе Сыктывкаре. Спасибо, Андреевич. Вам слово. Уважаемые совещания, здравствуйте. Значит, я, как сказали, заместителем начальника федерального Сыктывкарского поисково-спасательного отряда. Ну, система МЧС, как бы она, знают про нее все, министерство очень известно, участвует во всех мероприятиях. Девиз МЧС, который идет, это предупреждение, спасение, помощь. Вот слово предупреждение стоит неспроста в самом начале. Ведь большинство ситуаций можно действительно сначала предупредить. И многое, что мы проводим, вот такие встречи, работа с детьми и так далее, оно дает положительный результат. Есть у нас, чем мы обладаем, какими способностями, навыками, какими людьми. Сыктывкарский поисково-спасательный отряд – это филиал федерального государственного казенного учреждения Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Мой головной отряд базируется в городе Санкт-Петербург. Куча филиалов находится по всему Северо-Западу. Создан наш отряд 1 июля 2005 года приказом МЧС России от 04 и приказом СЗФ ТСО номер 59 от мая 2005 года. Значит, с 2005 года федеральная составляющая находится на территории республики. Спасатели у нас проходят постоянную переподготовку. У нас имеется 29 человек водителей, которые обучены для числа спасателей. Работа в дыхательных аппаратах АП-2000, судоводители 26 обученных, пожарные, стропочники, управление снегоходом, водолазы 5 человек, оператор ЛАР, это мы обучили людей по очистке нефтепродуктов, сварщики, промышленные альпинисты, взрывники. Значит, все вот эти люди, 28 человек, владеют вот этими специальностями. То есть то, что мы, направление у нас по обучению ребят. Видите, с чего начинался наш отряд. То есть в 1969 году была построена ВЭЖ пожарная часть. Она обслуживала на тот момент ВПК. Это было стандартное здание пожарного депо. Здесь были пожарные. В 2005 году здание было передано нам. Это здание 2005 года, в которое въехал спасательный отряд, и началась наша работа. В 2012 году прошла большая реконструкция. Значит, была построена учебно-материальная база и реконструировано старое здание. Вот до этого, что вы видели, это вот здание сейчас 2012 года выглядит таким образом. Значит, имеются обширные учебные классы с всеми материалами, имеются интерактивные доски, то есть все подготовлено для обучения. Имеются боксы для хранения техники, которых не было. Имеется 2 спортивных зала для силовой тренировки. Имеется спортивный зал с тренировочным стендом по промате. Значит, в 2014 году, буквально сейчас, у нас приезжал с проверкой, с посещением заместитель министра, генерал-полковник Чуприян. Ну, в принципе, на фотографии вы видите практически весь личный состав нашего подразделения. Значит, зона ответственности у нас вся республика Коми. Значит, поделена, как условно, на 2 части. Имеется Сыктывкарский поисково-спасательный отряд с центром базирования в городе Сыктывкар и Воркутинский поисково-спасательный отряд, которые обслуживают северную часть нашей республики. Но, скажем так, это условное именно обозначение, потому что и нам приходится в северные районы отправлять людей. Буквально недавно у нас водолазы работали в Воркуте. Также при каких-то серьезных ЧС воркутинцев с
срывают нас. Ну, основные задачи, которые у нашего отряда, такие постулаты, это поддержание сил и средств постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайных ситуаций, организации и проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, обеспечение поддержания высокого уровня физической подготовки. Значит, основные направления ведения поисково-спасательных работ у нас в горной, таежной, болотистой местностях, в условиях низких температур и глубокого снежного покрова, на водных акваториях, чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. То есть как бы все поисково-спасательные подразделения ориентированы на тот тип работ, которые в данном территориальном каком-то вот размещении нужны. То есть у нас вот основные виды работ как раз те, которые необходимы. Значит, ребята работают на ДТП, значит, понятно, что у нас оснащены и гидроинструментом, и специальными какими-то бензорезами, генераторами и так далее. Значит, поисково-спасательная работа у нас проходит на воде, значит, в любое время, и летом, и зимой имеется специальное снаряжение, которое обеспечивает. Значит, это вот поисково-спасательные работы в лесу, транспортировка пострадавших. Значит, имеется специализированная техника, например, это аэробот «Пантер», он практически единственный в республике, который, специфика его работы основная, это в режим ледохода, ледостава. То есть, когда происходит ледообразование, практически никакая техника работать на воде не может. Вот это один из аппаратов, который выполняет эти работы. Но вот информация, жесткомодульный корпус и двигатель General Motors 425 лошадиных сил. Для специалистов, которые понимают, мы иногда шутим, что если в пределах крылья, то он полетит. То есть очень мощная техника, довольно-таки опасная, требует подготовки. Имеется у нас КАМАЗ-НИФАС, то есть это техника высокой проходимости с полным приводом для доставки большой группы спасателей к месту проведения работы. Это первый эшелон. Второй эшелон с готовностью в 1,5 часа, это все остальные спасатели, готовы к выезду вторым эшелоном. Автономный период работы у нас 10 суток, имеется медицинский специалист, говорим уже 2 кинологических расчета, имеется водолаз. Из технического оснащения у нас есть снега, болотоход, лось. Значит, техника специфическая, сделана на базе СИФ, кто знает, очень похожа. То есть работает именно в тех местах, где тяжелый доступ, далеко передвигаться. Значит, сзади сменные модули, вот здесь у нас модуль указан для транспортировки как раз пострадавших. Значит, имеется автомобиль Бизон, ОСА Бизон. Значит, это специализированный автомобиль, который применяется на техногенных авариях. Если видите, там задняя часть у него размещено все основное оборудование. Там находятся генераторы, пожарные рукава, сварочные аппараты, гидроинструменты и очень-очень много другого. То есть мобильно автомобиль выезжает, и на месте ведения работы он уже, скажем так, всем нужен, он уже обеспечен. Значит, с целью обеспечения безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременно квалифицированной помощи на территории Российской Федерации рекомендуется туристическим группам и отдельным туристам информировать службы МЧС региона по своему маршруту. Но сейчас как бы нет такой жесткой практики, нет такого нормативного документа, который это обязывает делать. Но поверьте мне, вот не зря я сказал предупреждение. Значит, самое основное, это необходимо зарегистрироваться. Заявки, вот там тут есть, эту информацию, думаю, могут вам предоставить и главное управление, нашей оперативной дежурной. Необходимо обязательно указывать название, адрес и телефон организации, дата начала и окончания туристического маршрута, маршрут движения с утверждением начального, промежуточного и конечного пункта, маршрут аварийного выхода, порядок связи с группой на маршруте, планируемое количество туристов и их гражданство, фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Значит, вся эта информация у нас ведется специально журнал учета туристических групп. Вся информация заносится вот это и держится на контроле. Значит, очень как бы так рекомендуется предоставлять карты маршрута именно с нанесением всех треков путей движения. То есть очень как бы помогает нам в работе, когда что-то случается, в нужный момент группа не выходит на связь, мы начинаем ориентироваться, где последняя связь и так далее. То есть это очень важно. Наверное, Юг-2 является жемчужиной нашей республики. Значит, здесь порядка 24 самых известных пунктов, куда у нас ходят туристы.
Значит, мы в свое время, вот в 2010 году, с целью пропаганды спасательного дела, был проведен сплав по реке Балманью и водружен баннер МЧС. Вот сейчас как раз на территории ЮГ-2 располагается у нас баннер, который как бы является напоминанием о том, что мы здесь есть. Значит, профилактическая работа у нас развита, мы работаем с детьми, мы работаем со школьниками, мы работаем со студентами, то есть по максимуму стараемся показать, чем мы занимаемся, кто мы и зачем мы. Значит, ну, здесь проходит у нас постоянное учение, то есть если спасатель не работает, значит он учится. Значит, повышает свои навыки, работает по всей территории Республики Коми. Ну, в принципе, доклад закончил. Спасибо за внимание. Туристических групп отдельный наш участник сообщит эту тему. Ну вот правильно было сказано, что нельзя достоверно знать и контролировать то, чего неизвестно. Мы можем представлять примерно по некой статистике, по каким-то оперативным данным, которые тоже располагаем, и которые для нас, допустим, в оперативном режиме являются, может быть, основополагающими и исходными. Но мы можем брать на контроль туристическую группу ровно ту, чье нахождение на территории региона нам известно. Вы же понимаете, если там некий компетентный государственный орган никто не заявился, это не значит, что в республике там не проходит на той территории какая-то группа. Мы прекрасно понимаем, что много группы самодеятельных, и мы о них не знаем. Но тогда вопрос безопасности, конечно, такой, этот момент будет очень щепетильный. Тогда это будет личная безопасность, это личная будет ответственность того, кто эту группу сформировал, кто, ну и ответственность, правильно, ответственность, да, говорится, и того, кто повел, а может даже в незнакомую территорию, себя, людей, детей, возможно, не поставив в известность соответствующие компетентные органы, аварийно-спасательное формирование. Поэтому, как было правильно сказано, практически во всех аварийно-спасательных формированиях, которые ведут регистрацию туристических групп, есть соответствующая документация, я не буду об этом говорить, мы знаем порядок учета, это наше правило, но самое главное то, чтобы эта информация от тех туристических групп поступала. Как только эта информация поступает, я не буду говорить про административные процедуры, там, внесение изменений, данных, учетов, журналов, эта группа сразу же на весь период своего прохождения маршрута будет находиться в протоколе. Тех лиц, которые идут с тобой в группе, конечно, эта обязанность должна быть такая, знаете, самовозникающая, что ли. Нам необходимо такую информацию давать. Естественно, инструктаж будет получать человек, который представляется старшей группой, либо там каждый конкретный человек. Мы будем говорить о нюансах, которые нам известны и так далее. Но об этом подробнее расскажет наш отдельный докладчик, начальное отдела взаимодействия. Я там тогда уже не буду сейчас ничего говорить, добавлю там по ходу маршрута. Коллеги, кроме подразделения МЧС России, которая находится на территории Республики Коми, таких много, это большая группировка сил, больше 2000 человек, возглавляет эту группировку Главное управление МЧС по Республике Коми. У нас на территории республики есть наши коллеги, ну практически это братья, которые выполняют с нами одни задачи, но созданы они органами исполнительной власти Республики Коми, правительства Республики. Это крупнейшая, сильнейшая профессиональная аварийно-спасательная служба Республики Коми. Люди, которые вместе с нами бок о бок каждый день и на ДТП, и на спасательных работах, и на пожарах. Вот то, что касается безопасности туризма, Сан Алексеевич Князев, это представитель Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Республиканской спасательной службы. Пока я буду говорить, вы заодно смотрите те места, где мы часто посещали эти места, ходим в походы. Правильно сказали, что я являюсь представителем профессиональной аварийно-спасательной службы, у нас в республике службы. В каждом городе, почти в каждом районе у нас имеется отряды. Это Интан, Печора, Ухта, Сыктывкар, Троицко-Печорск и Приволжский район. Каждый отряд, он несет как бы свою работу непосредственно, которая находится в их ведомстве. Если взять якутский отряд, очень большая территория, якутский отряд занимается больше поисковой работой по природе. Почему? Потому что их район очень богат охотой, рыбалкой. И довольно часто приходится нашим спасателям именно работать на поиске охотников и рыбаков. Если взять такие отряды, как, например, Птицкий и Сыктывкарский отряд, то здесь уже работа такая более смешанная идет работа. Эта работа идет и по техногенке, это обрушение, это дорожно-транспортное происшествие и так далее.
Но у нас тема сегодня немножко иная. Мой предыдущий коллега уже практически все рассказал, чем мы занимаемся. Мы с ними занимаемся практически одной работой и работаем все время вместе с ними. И поисковых работах, и ПТТП и так далее. То есть, все места, где мы были, заодно и можно смотреть, какую опасность представляет эти районы. Итак, что касается туризма. Что касается безопасности, обеспечения безопасности, может быть, немножко это неправильное выражение. Мы больше, скажем так, безопасности представляем в виде профилактической работы. В чем это заключается? Прежде всего, это мы начинаем работать с детьми. Работа с детьми очень-очень большая ведется. Это мы проводим школу безопасности, соревнования. Сейчас, кстати, на днях уже будет состояться у нас республиканское соревнование школы безопасности. На этих соревнованиях детям мы ставим дистанции такие, которые максимально приближены к тем так, задачам, которые они выполняют во время похода. Безопасности, прежде всего, конечно, это касается наших руководителей, кто ходит в походы, кто ведет группы в походы. На них практически лежит вся ответственность. В чем это заключается? Значит, вот здесь сухие цифры, которые можно подать, вернее, не сухие цифры, а сухие такие фразы: обеспечить подбор членов группы. Каждый из этих, скажем, пунктов, он очень-очень обширный. Что значит подбор группы? Конечно, в этом заключается основная, скажем так, безопасность. Чтобы подобрать группу, нужно группу подобрать по физическим возможностям, по психологическим возможностям. Когда мы, например, готовим психологический какой фактор, часто бывает так, что физически ребята готовы хорошо, но в этой группе есть человек, который, например, некоммуникабельный, не может он вести себя в коллективе. Понятно, что этот человек в походе может создать очень большую такую сложную ситуацию. Вот, чтобы этого не было, на руководителе группы лежит, конечно, очень большая ответственность. Все опасно. Во-первых, это... Да, все опасно. Во-первых, наши горы, уральские горы, это и полярный Урал, это и приполярный Урал, это сами по себе они уже горы старые. И нет, скажем так, высокие горы, нет низких гор. Горы есть горы, не любые горы. Они представляют опасность любые, что высокие горы, что низкие горы. А наши уральские горы, еще раз повторю, что они очень старые горы. И опасны в каком плане? Они все сыпучие. Мы, сколько бы восхождений не делали, очень опасное восхождение, конечно. То, что идут сыпучие. Камни, которые, значит, обвалы, камни очень неустойчивые. И при прохождении этих маршрутов можно получить очень серьезные травмы. Видите, вот здесь проходить, например, так все это проходили, но это красиво все смотреть, но проходилось очень сложно. Именно то, что, значит, реки представляют тоже опасность, что река быстро наполняется при дождях. Вот сыпуны, пожалуйста, здесь тоже проходить довольно опасно. Это у нас в Печоре есть наш начальник отряда, который занимается вот этим туризмом, и часто использует вот этот аппарат для поисковых работ потерявшихся в лесу. Это тут вариант, когда в горах разбился вертолет, тоже приходилось участвовать. Ребята, значит, спасатели постоянно тренируются, участвуют в соревнованиях, отрабатывают те или иные элементы именно спасательных работ и в горах, и в тайге, и на реке. Проводятся постоянно учения, то есть готовность отряда, готовность спасателей постоянно имеется. Каждый год приходится, это как раз отработка строительства иглу. Это восхождение на саблю. Это все в качестве тренировки все происходит. И, значит, многие группы, еще раз повторюсь, что выходя на маршрут, зная, что есть такие посты, куда можно обратиться, и каждый год практически нам приходится не по разу выводить и оказывать помощь группам, кто замерз, кто получил травму, и эта помощь осуществляется ежегодно не по разу. Именно вот на этих пунктах. Совершенно неожиданно. Мы вышли в хорошую погоду, только поднялись наполовину плана, поднялись.
и совершенно неожиданно набежали тучи, началась гроза. Прямо через нас гроза проходила. Я вам скажу, что очень неприятно. Часть группы успела уйти вниз, другой части пришлось лечь на ковер и таким образом выжидать, пока гроза не пройдет. Неприятное очень такое ощущение, гроза в горах. Написано, это все написано по безопасности, написано, в принципе. Хотел показать, что мы тоже в готовности к любой задаче выполнить. Извините, а название реки, которые склоняются больше. Не слышу, пожалуйста. Название реки, которые Название на Полярном Урале, там река Собь, очень посещаема туристами нашими. На Приполярном Урале это Икажим, это Касию, это Балбанию, такие реки, которые используются для сплава, хорошие реки, такие интересные реки. Вопрос такой, я понимаю, спасательная служба достаточно многочисленная, вот количество человек в вашей службе? Всего в нашей службе чуть более 100 спасателей. Конкретно более 100 спасателей. Да. И дислоцируетесь вы в Сыктывкаре или разбросаны по всей республике? В Сыктывкаре у нас более 30 спасателей, 25 спасателей в Ухте, 8 человек Винта, 8 человек Печора. И по всей республике. И с точки зрения практической реализации туров по республике, подскажите, пожалуйста, возможно ли, консультация, безусловно, возможно, и за вас, возможно ли нанять такого сопровождающего в тур? Сколько примерно это может быть стоить, или какая единица в день работы, или это один вопрос. Другой вопрос. Много ли, поскольку мы говорим в рамках этого форума о развитии природного экотуризма на территории Республики Коми, какова статистика на сегодняшний день, если она у вас есть, количество зарегистрированных групп, отправившихся в путешествия, которые прошли у вас регистрацию, и количество случаев, когда необходима была помощь, это уже скажем, да? По первому вопросу обращаемости, у нас есть профессиональные спасатели, которые знают Приполярный Урал от и до, могут закрытыми глазами провести. Причем таких спасателей у нас очень много. У нас на Буксуре есть спасатели, которые знают Приполярный Урал, глаза завяжи, они проведут. В нашем Сыктывкарском отряде есть спасатели, которые не признают никаких южных городов, Сочи, Анапа, только ходят туда. Причем уже они знают эти районы очень хорошо, что Полярный Урал, что Приполярный хорошо. В Печоре есть профессиональные спасатели, которые знают этот район. То есть обратиться к нам за консультацией в любом случае всегда можно. По маршруту, по опасности, даже по регистрации. Группы, с которыми мы работаем, они регистрируются, они добросовестны. То есть они понимают всю ответственность. И в зависимости от зоны ответственности, если идут на Полярный Урал, мы связываемся с Воркутинским отрядом, передаем им эту группу. И таким образом они знают, что там Индийский отряд, Печорский, в зависимости от того, в какой район уходит группа. Аккумулирует в себе всю информацию о зарегистрированных туристических группах, которые поступают к нам либо напрямую, напрямую в Главное управление МЧС республики, либо которые поступают в наши аварийно-спасательные отряды, республиканские, МЧС России, неважно, они представляют информацию нам, либо та информация, которая поступает нам от наших коллег с Югы-2, с Печорно-Лического заповедника. Вот за этот год, нарастающий тоже, за прошедший период года, у нас на контроле находилось 253 туристические группы. 253. В их составе было 1458 человек, из них 222 ребенка. Это то, что мы держали на контроле, то, что нарастающим итогом проходило по территории Республики Коми. То, что касается поисково-спасательных работ, проводимых нашим информированием в этом году, скажу откровенно, тенденция положительная. То есть в прошлом году мы так называемые поисково-спасательные мероприятия проводили больше, их в прошлом году было 6. Я не скажу, что это мероприятие сложное, но тем не менее это требовало нашего реагирования, включения личного состава техники. Суть происшествий с туристами, по которым мы работали в прошлом году, была различная. Но еще раз говорю, для нас нет разницы, это ли, если это водный сплав по водной реке, это конкретное происшествие на водном объекте с водным транспортом, с командором лодкой, это гибель кого-то, не дай бог, из туристов. Для нас разницы нет, для нас это предмет или основание для организации реагирования.
В 30 километрах группа и необходимость оказания помощи. В 300 километрах горная местность, равнина, вода нам не важна. В прошлом году, кстати, вот, представители Спаскоми работали по Печорскому району, по Северному Уралу. Это была сильная усталость, просили о помощи, выходили на связь. Были случаи обморожения, были травмы колена. Безусловно, профилированность надо. Задаются такие вопросы. У нас как бы специализированных страховых фирм, которые занимаются страхованием туризма в Республике Коми, нет. То есть это индивидуально, каждый подход каждого участника туризма. Я говорю о медицинском страховании выезжающих за рубеж. Не российских граждан, а граждане иностранных государств, приезжающие сюда. Если их нет, я просто не знаю, какое количество они находятся или бывали в вашей республике, но которые отправляются в походы, вот какой вид страховки они должны быть? Если туристам, представляющим иностранное государство, прибывающие в Республику Коми, едут по заявкам от других субъектов, то, скорее всего, работа проводится такая. То есть они люди подготовлены к этому и страхуют. Филиал государственной страховой компании «Югория». Это Ханты-Мансийский автономный округ. Вчера на мероприятии как раз Ханты-Мансийский округ входит. Мы разговаривали, общались с Юлией Львовной и договорились, что мы готовы, я готова к коммерческому предложению по поводу комплексного страхования. Дамы и господа, у нас в страховых компаниях, вот я слышала здесь у представителей МЧС, что якобы таких страховых компаний нет, есть. Вы прекрасно знаете про то, что вы занимаетесь туристическим бизнесом, выездной, да, международный. Турист, где вы визу даже не получите, и любой оператор вкладывает стоимость медицинского страхования, путевку, стоимость путевки. Только единственное, что туристы ничего про это не знают, да, что, зачем и как. Так вот, при страховании медицинского выезжающих, то есть по аналогии, можно сделать хороший продукт, и ничего сложного в этом нет. Вы знаете, наверное, прекрасно, что при выезде за границу есть возможность взять расширенный пакет, высматривается там и горные, и спорт, и лыжи. И водный туризм тоже присутствует и имеет место быть. На территории республики в составе главного управления существует организация, которая называется Центр государственной инспекции по маломерным судам. Именно мы занимаемся в пределах своих компетенций безопасностью людей на водных объектах. Хочу сказать, что наша инспекция в этом году исполнилась 30 лет, и уже 10 лет мы находимся в составе МЧС России. Значит, инспекция представлена на территории республики 16 инспекторскими участками. Они расположены во всех крупных городах. Две группы патрульной службы, которые находятся в городе Сыктывкар и в городе Печора, и двумя группами регистрационной и дистанционной работы. Главными вопросами, которые сегодня прозвучали. Как предупредить? Да, сегодня говорили о том, что МЧС много не знает, что люди не считают необходимым сообщать о том, куда и как путешествуют. Вот, по вашему мнению, уважаемые эксперты, что нужно сделать, чтобы все были предупреждены? Нужно ли делать активную рекламную кампанию МЧС и говорить, предупреждайте нас, когда вы идете в путешествие? Или же нужно просто работать с конкретными туроператорами? Очень интересно услышать опыт зарубежный, как это происходит за рубежом, именно с точки зрения организации активного туризма. То ли это воспитывают в детском садике, то ли об этом напоминают, то ли обязательно страхуют. Условно говоря, турбизнеса я поставлен в такие условия, что я должен страховать своего клиента. Не страхует только человек, который идет самостоятельно, скажем, дикарем, как это называлось, и так далее. Он идет на свой страх и риск, и то нетрудно понять причины, по которым они не выполняют тех условий безопасности, если так брать. А с другой стороны, здесь в принципе не нужно, проводить профилактическую работу. Все наши маршруты абсолютно, в Коми известны. Условно говоря, на маршрут Сабля, он может начинаться с 2 пунктов. Это база Желанная и поселок Коронец. 2 пункта. Если в начале каждого маршрута будет стоять стенд, на котором будет написано эти правила, а зарегистрировался ли ты в МЧС, допустим, это второе правило, будет там написано, и как вести себя
на этой территории, я думаю, все будут в курсе. То есть уйдет сейчас проблема сама. Не надо никого ловить, они все сами придут и прочитают. Маршруты зарегистрированы, маршруты имеют свои номера или какие-то названия. У нас одинаковые маршруты. При этом на маршрутах, на входе на маршрут нет информационных никакой, связок. да. А за чей счет должны они появиться, по вашему мнению? Во-первых, это у каждого маршрута есть свои хозяева. Либо это администрация, я не знаю, Печорского района, национального парка Юга-2. У каждой территории есть хозяин. Либо муниципалитет, либо вот ООКТ, заповедник это или Юга-2. Естественно, они не должны обеспечивать ту инфраструктуру и ту безопасность на своих участках. Отлично, Сергей, спасибо за конкретное предложение. Итак, я так понимаю, первое предложение – это информационные щиты на всех маршрутах, где вторым пунктом, а может быть и первым будет, они не забудете сообщить о своем маршруте в МЧС и, наверное, номер телефона, да, какой-то. Я добавлю, Сергей полностью в этом смысле согласен, но единственное, то, что касается этапов этого информирования, я бы сделал немножко пораньше, да, потому что мы же все с вами нормальные люди. Если я законопослушный человек, следую там по участку автомобильной дороги, вижу ограничение максимальной скорости в 60 км в час, это не значит, что я буду придерживаться этого правила. То есть, если мы будем рассчитывать, формируя группу, допустим, мы не говорим, мы должны смотреть шире, не только группа, которая формируется здесь в республике, по территории республики, а в том числе и в других регионах. Если я буду рассчитывать на то, что момент регистрации в подразделениях МЧС России, либо вообще в аварийном формировании будет наступать тогда, когда некий человек на заходе на маршрут увидит некую вывеску там, или что-то, мне кажется, это мелковато. Вот, начиная с формирования группы, с той организации туристической, которая формирует группу с самого начала, эта необходимость как элемент безопасности регистрации уже должна, грубо говоря, настойчиво проповедоваться. Если не меня прибывает из Подмосковья, с Подольска, 3 человеками или 5, получив понимание того, что необходимо зарегистрироваться, сделал это еще в Подмосковье, так как приводил мой коллега, позвонив в Главное управление МЧС еще с Подмосковья, дав необходимые исходные данные. А по прибытию в этот же день, немножко со смещенным временем, еще там на выходе где-нибудь там в Уктыльском районе, в районе Пущери, еще что-нибудь увидел, подобное тому, что говорит Сергей, это будет в 2 раза лучше, это будет в 2 раза правильнее. Может быть, это окончательно человека нацелит на необходимость регистрации, выдачи данных по нему. Поэтому я предлагал бы такой многоступенчатый, знаете, контроль, или многоступенчатую работу по доведению до туриста информации о необходимости зарегистрироваться в службах безопасности. Спасибо. Бенджамин, может быть, у вас есть какой-то опыт и практика в этом направлении? Как предупреждать туристов, как их заставлять информировать о том, что они путешествуют? Good morning. I've worked in more than 40 countries. And the kind of services that have been described this morning are magnificent. Сегодняшние все выступления, которые услышал Бенджамин, они были очень важными, замечательными, его выступления, которые слышал Бенджамин, они мне понравились, но There are many countries that I work where the kind of services, they would be very proud to have these services. я думаю, что очень многие страны будут горды присутствием, которое у вас сейчас имеется. But there is a saying in tourism that tourism would be very easy. Туристические вообще моменты были бы гораздо легче, if you did not have to deal with the stupid tourists. Если бы вам не приходилось связываться с такими супертуристами, которые у вас сейчас имеются. It is very, very interesting the approach that has been described about managing tourists in Komi. Это такой процесс, когда вы должны руководить туристами. But I would suggest that it is, in the longer term, not realistic. В дальнейшей перспективе, что он, в общем-то,
реалистичный. I am based in Scotland, Shotlandia. Я вообще как бы из Шотландии. During the summer we have 30,000, 40,000 visitors to our national parks. У нас во время лета 35-45 тысяч посетителей в наши национальные парки. Every single day. Каждый день. In winter it is 4,000 or 5,000. А зимой это примерно 4 или 5 тысяч посетителей. Walking in snow and dangerous conditions. Вне зависимости от снежных условий и от каких-то опасных ситуаций. It is not feasible to ask all these tourists to register. И вы знаете, наверное, это фактически не очень возможно зарегистрировать всех этих посетителей. You will want to know what everyone is doing. Конечно, вы захотели бы узнать, что вы должны делать в таких ситуациях. But this needs to be balanced with Но это должно быть сбалансировано с уравновешено the opportunity for tourists to make mistakes. С возможностью туристов about being out of the office, out of the city, outside the city. Даже когда они находятся вне города. And of course the natural environment is full of risks, full of И, dangers. естественно, наша окружающая среда, она может быть полна всевозможных рисков. But this is what makes it so magnificent and attractive. Но именно это их и привлекает, вот этот риск. When in the future you have perhaps 1 million tourists per year, Если вы в будущем будете иметь 1 миллион туристов, the kind of bureaucracy, administration that you have described this morning will not be та possible. часть бумажной работы, бюрократической работы, о которой вы сегодня говорили утром, But the service that you are providing now really is excellent. но в целом о той службе, о которой вы говорили, о тех группах, о которых вы говорили, они могут быть просто восхитительны. So what I would advise Что бы я вам посоветовала? is that over the next 12 months, В течение 12 месяцев you think about how you can transition the administration of these services вы должны подумать, как вообще можно было бы поступить вот с этим вот административным уровнем, within the federal laws, within the republic laws, принимая во внимание и республиканские законы, и даже российские законы, to a place where you are not discouraging the tourists that will bring such economic benefit to the republic. к тому самому месту, куда люди будут стремиться идти, и это место может быть выгодно для вас с точки зрения экономики. Вещи. Я считаю, я потом, может быть, еще один пример свой приведу, но и продолжу, попрошу еще нашего второго европейского эксперта Фюртера сказать свое мнение, как правильно предупреждать. Thank you very much, and thank you for a very interesting morning here. Спасибо за очень интересное утро. I was very happy to see about education for the children because it is important. Я очень был рад увидеть, что организовано обучение в плане безопасности для детей. I see a lot of similarities between Komi and Iceland. Я вижу очень много общего между Коми-республикой и Исландией. In Iceland, we have free rescue teams, so you can get rescued without any cost at any time. В Исландии у нас есть волонтерские спасательные группы, которые могут прийти на помощь в любое время. Which I think is very important, so that people are not discouraged from seeking help when they really need some. Я думаю, что это очень важно, потому что у людей не пропадает желание попросить о помощи в тот момент. Personally, I love travel because of the freedom. Лично я люблю путешествовать
из-за свободы. And I'm a big fan of simplicity. И я большой фанат простоты. And in Iceland we've gone from around 300,000 visitors to 1 million in just a few years. В Исландии у нас было зарегистрировано от 300 до миллиона посетителей каждый год. And I think registration, like you were talking about earlier this morning, would be impossible, likely to come into problem. Those who are most likely to come into problem, they probably won't register anyway. И обязательно будут такие туристы, которые если они не зарегистрируются, то они в любом случае попадут в какую-нибудь трудную ситуацию. But I think it's very important to activate the tourist operators in communicating the correct information and prepare their guests and tourists. Очень важно активировать именно туроператоров в информировании туристов. And I think a lot of the responsibility should lie with them. И большая доля ответственности должна лежать именно на них, на туроператорах. The final responsibility lies always with the tourist club. Хотя конечная ответственность лежит на самом туристе. Спасибо огромное. И, может быть, есть что дополнить, Татьяна Германовна? Нет. Я уже озвучила позицию. В принципе, я думаю, что если мы услышим... Мне бы хотелось, конечно, услышать об опыте наших иностранных коллег в области защиты путем использования страхования. Понятно, что с нашей ментальностью наложить правила игры в рамках страховой защиты невозможно, но использовать этот опыт, тем более в нашей стране, где забота самого гражданина о своем, об источнике компенсации возможных убытков мала, очень низка, потому что культура западное страхование гораздо выше, она имеет достаточно долгую историю, нам еще далеко до этого, но опытом поделиться я бы хотела, конечно. Мне, кстати, Исландия очень нравится, в большом баре или, там, допустим, в небольшом кафетериане потратить гораздо больше денег, выпивая. Спасибо. Я считаю, что все-таки очень сложно сравнивать российские, особенно там коми, да, с лесами и реками, с европейскими национальными парками. Это все равно, что навести порядок только в этой комнате или во всем здании, которое здесь находится. Поэтому, наверное, может быть, даже имеет смысл нас сравнить с африканскими национальными парками, где есть конкретные входы и выходы, где есть опасные животные и где есть конкретная угроза жизни человеку. Поэтому, наверное, здесь еще какие-то модели должны быть доработаны. И, может быть, один вопрос. Упростить обращение в МЧС, да, сейчас все пользуются интернетом. Может быть, на сайте МЧС должно быть просто окошечко простое, в котором ты заполняешь информацию о маршруте, конкретно что, как, что вы хотите, не по телефону, не какими-то бланками по факсу или там еще как-то. Может быть, это позволит ускорить. А если еще будет мобильное приложение или раздел в мобильном приложении, где будет информация о том, как зарегистрировать свой маршрут, может быть, это ускорит процессы. Я бы хотела пояснить, как практик, человек, много организующий путешествия в разные страны мира, в том числе и в Шотландию. Хочу сказать, конечно, вы абсолютно правы, сравнивать Шотландию и Коми на сегодняшний день категорически нельзя, потому что национальный парк Шотландии просто вылизан и использованы, известны все маршруты, все дорожки пронумерованы, куда выйти, откуда зайти, и опасность, только по глупости. Конечно, несчастный случай возможен. Но мне бы хотелось говорить о международном опыте, в каком эти процедуры все уже давно придуманы и апробированы, что любой гражданин иностранного государства, въезжающий на территорию, это обязанность туроператора предложить ему, если страна даже не требует страховки, предложить ему застраховать медицинские расходы. Это совершенно другой вид страхования, чем страхование от несчастного случая, другой продукт.
И согласно этой медицинской страховке, в случае возникновения страхового случая будет оказана помощь, и та организация, которая оказывает помощь, выставит счет регресс-ТМС вот той страховой компании, которая продала этот продукт. Я собираюсь рассказать вам об управлении кризисом и взаимодействии. We had some serious crisis in 2010. У нас был серьезный кризис в 2010 году. And I actually bottled some of it and brought it here. И я собрал немножко часть этого кризиса и принес с собой. This is crisis number 1. Вот это кризис бутылки в банке. Пепел? This is ash from Eyjafjallajökull. Это пепел из вулкана. Go on. Say it. I can't repeat. Не могу повторить название вулкана. Можете посмотреть из длины. So, red alert, this is what happened in May 2010. Flights cancelled all over Europe. Красное предупреждение. Вот что случилось в 2010. This was the situation for us in Iceland. Volcanic eruption in a mountain somewhere, and otherwise the skies were blue and the light was red. That was not the image that people were seeing abroad. This was in the media. Вот эта картинка была в средствах массовой информации. It looked like the end of the world. Это выглядело как конец света. So people were cancelling trips. И люди отменяли поездки. While the Icelandic government was trying to tell them that no, there's no danger. Государство хотело сказать людям, да нет никакой опасности. That doesn't really look convincing, does it? Но на самом деле это так не выглядит. Iceland was getting a bad reputation. Sorry? Iceland was getting a bad reputation. И у Исландии появилась плохая репутация. So the key thing, the key reaction, was to communicate the correct information. И основная реакция была передать правильную информацию людям. At the beginning, when you Googled what the situation was in Iceland and if it was safe to travel to Iceland, В самом начале, когда кто-то пытался загуглить информацию, было ли безопасно ехать в Исландию, you would get information from sources like Fox News, и люди получали информацию от Fox новостей, which is not always the most reliable one. Which is not always the most reliable one. хотя она не очень надежная. So that if you search for information on if it was safe to travel to Iceland or not, if you would look for information online, my blog post would be the top one. In this blog post, I was very honest. I explained why people were seeing those horrible pictures. And that this situation applied to about 10 farms in Iceland. 10 farms. We have sheep and cows. Farms. The situation applied to about 10 farms in Iceland. И ситуация могла быть применена 10 фермам в Исландии. Other than that, everything was normal. Все остальное было в порядке. So, Все понятно. То есть туристов можно разделить на 5 групп. 5 groups of tourists, right? Well, it's different different layers, different types of And the first group is the fast track tourists, yes? yes, those that are coming in. Первая группа туристов – это те туристы, которые просто приезжают и уезжают. Быстренько. In Disney we call it attractions. We have the family-friendly ones. Также есть у нас туры
tours that you know are organized tours Исследовательские туры, or organized experiences. organized experiences. То есть это специально организованные туры для. And then we have those who want to explore on their own. There's a lot in Disney that is never advertised. And you really need to know Disney to find it. Not hidden secrets. В Диснее очень много скрытых секретов. And you can think about tourism in the same way. Надпись, которая уже готовит к восприятию информации. Gets people excited and interested. And that's very important. So they expect something, and they get more interested in doing something, and the experience becomes better. И это очень важный момент, потому что они уже в ожидании встречи с чем-то неизвестным готовят их к восприятию этого объекта. In East Greenland, which is the same. Ну, например, хранить эту территорию, показывать тем самым, что лично вы уважаете природу. И тогда, может быть, туристы начнут делать то же самое. You have one challenge with the oil and gas industry. Но, правда, есть проблема с индустрией нефтегазодобычи. But that doesn't mean that it can't go side by side, ecotourism and that industry. Но, собственно говоря, это совершенно не означает, что проблему нельзя решать одновременно с развитием экотуризма или что она не решить. But it has to be managed well or managed correctly. Но, конечно, ее следует решать, и этим вопросом следует управлять и управлять грамотно. Again, makes other people respect it. You know, they're walking in your forest, so they should treat it with respect as the forest's guests. Например, собственный лес или лес, принадлежащий кому-то. Вы здесь в очень много говорите о лесах. Представляете ситуацию, когда люди ходят по лесам, которые принадлежат какому-то человеку или чему-то. Они поневоле начинают уважать эту территорию. Unset information. This is very important. That people get repeated information, not just practical information, but also explanations in why and how and what it means. Информация на объект. Понимаете, дело в том, что дело не только в том, чтобы рассказывать людям, где они, что они видят, что происходит, но чтобы делать это постоянно, делать это внимательно, чтобы они понимали не только правила поведения и какие-то установки, а почему оно так, как оно устроено, из-за чего оно произошло. And it all has to make, you know, it's all part of one big story. You know, what is the brand of Komi? What is the brand of Yugo Bank? What is the experience you're selling? This is all part of the big experience, the big story you're telling. И все это часть большой истории, которую вы рассказываете, подавая свой турист. Что такое Коми, что такое Юго-2, какой опыт, какие приключения, какие впечатления получают здесь люди. И все это, повторяю, часть одной большой истории. Спасибо. Позвольте мне представить докладчиков. Меня уже представили. Ирина Юрьевна Шумицына, пожалуйста, зажгите шанс покажитесь, пожалуйста, предел. Вот. И Андрей Алексеевич Мельничук, он один из руководителей проекта «Про ОМГ».
Доброго дня, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной земле Коми, в ее столице, в городе Сыктывкаре. И поздравляем вас с еще одним знаковым событием, которое стартует через несколько мгновений. Мы приветствуем вас на торжественной церемонии открытия туристической выставки Куми Тур Экспо «Сдержайся». Отдыха и туризма. Здесь знакомиться со снаряжением и инвентарем, транспортными средствами и экипировкой, необходимой для преодоления трудностей туристского пути. Площадка, на которой можно обсудить готовые турпродукты муниципалитетов Республики Коми, соседних регионов, познакомиться поближе с работой туроператоров и лучшими предложениями турфирм, связанных с активным отдыхом. Площадка, где заядлые охотники и рыболовы смогут найти для себя новинки в снаряжении и снастях. Площадка, где можно будет запастись сувенирной продукцией наших мастеров и настоящих умельцев. И зона делового общения для экспертов по активному отдыху в рамках формирования новых интересных турпродуктов, страхования, оборудования, продвижения территории и прочих нужных дел.